Опыт уплотнения неперспективных поселков Воркуты получил высокую оценку на уровне России и даже рекомендован к реализации в других субъектах. Об этом в рамках визита на место заявил вице-премьер правительства Коми Константин Лазарев. Результаты, по его словам, очевидны уже не только с экономической точки зрения и в части создания более комфортных условий проживания граждан. Поэтому в Заполярье такая работа будет продолжена. Напомним, с начала эксперимента за 3 года мэрия города полностью отключила уже 3 малозаселенных дома. За счет бюджета отремонтировала 346 квартир в 93 домах поселков Фаргашор и Северный. Экономия при этом достигла 20 миллионов рублей. Высвободившиеся средства направлены на другие нужды. Еще один шаг, который контролируется республикой по повышению эффективности Воркуты – переход на газ. Так, подачу на ЦВК здесь собираются впервые начать уже в августе этого года. А на ТЭЦ-2 в настоящий момент уже смонтированы агрегаты и должно начаться строительство газопровода. По последним оценкам Министерства энергетики Российской Федерации, в соответствии с той информацией, которая была представлена ПАО «Газпром», ПАО «Т+», перевод ЦВК на газ должен произойти в межотопительный период 2020 года, это до начала отопительного периода 2020-2021 года. Эти сроки должны быть соблюдены, потому что уже на 2 года, к сожалению, мы опаздываем. Готовность ЦВК на сегодняшний день в полном объеме имеется для подключения газа, но в связи с тем, что вот «Газпром» вовремя не выполнил те работы, которые необходимы, произошло некое смещение сроков. По газификации Воркутинской ТЭЦ-2, то в поручении написано, что она должна быть газифицирована до конца 2020 года. В 2020 году, если быть точнее, но коллеги оценивают до конца 2020. Поэтому на сегодняшний день у нас есть определенные гарантии, которые нам были даны сотрудниками «Газпрома». В связи с этим Константин Лазарев обратился к руководству Воркуты с просьбой держать на контроле выполнение графика работ по подаче природного газа на объекты теплоснабжения города со стороны «Газпрома». Соответственно, пояснили уже в мэрии, с момента подключения ТЭЦ-2 еще одна действующая на сегодняшний день станция, ТЭЦ-1, кстати, самая старая, построенная еще при Сталине, перейдет в консервацию, станет резервной. Но отключение произойдет точно не раньше следующего года, и все это тоже связано с продолжающимся уплотнением столицы мира.